Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Выборы главы республики состоялись путем тайного голосования на 58-м внеочередном заседании парламента Ингушетии, а сразу после прошла торжественная церемония вступления в должность нового руководителя субъекта. Я, Калиматов Махмуд Али Макшарипович, вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать, защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Аз Калимат Макшарип Мухаммад Эл Галгай Республик Мекда Даржа Датводыш Дикатиец Галгай Республик Конституция Ниса Лилые Лорие Галгай Чен Халкан Сейна Тедека Дикрыш Цанна Кочежди Саги гражданине Бакунажие Паргатужие Лорхажие Лордие Галгай Республика Эрмизли территориально Барчилой Лорие. За 2 месяца, пока Махмуд Али Калиматов был в Рио главы республики, он уже успел ознакомиться с социально-экономической ситуацией и задачами национальных проектов. В приоритете стали обновление правительства и Кабмина республики, реанимация промышленных объектов и снижение безработицы. Вместе с тем Махмуд Али Калиматов начал решать проблему кадрового голода в республике. Поиск эффективных управленцев, способных оперативно и стратегически выверенно решать проблему родной республики. Так Калиматов сразу же запустил в республике кадровый конкурс. Ингушетия курс на обновление – это отбор самых перспективных. Из 3700 участников были определены 20 лучших. 6 из них сразу же назначены на руководящие должности. Это большой успех. Проявили очень высокий уровень подготовки при заочном этапе. Но и принято решение включения в базу перспективного руководителя и специалистов новых конкурсантов на не пробившийся финал. То есть кто еще не прошел, все равно мы будем формировать резерв, который будет учитываться в последующем и дальнейшем продвижении и предложении на работу. О том, что глава Ингушетии словно ветер не бросает, стало понятно после инспекционных поездок. Почти на каждый разбор полетов и четкие предупреждения. Это источник повышенной опасности. У вас должен быть проект, технические условия. У вас все должно быть, чтобы его поставить. Если что-то случится, вы лично будете отвечать. Изучение и проверка строительной отрасли. Глава республики лично следит за ходом реализации социальных объектов, сам выезжает на важные объекты, а также участвует в официальных открытиях. А за год их было немало. Мы сегодня делаем очередной шаг развития дошкольного образования. Мы еще будем многое претворять в жизнь, благодаря тому, что нацпроекты, они реализуются в нашей республике. И до 2024 года, а там уже и продлится кое-что, наверное, до 26 и 30 годов, я думаю, что каждый ребенок будет находить в дошкольном образовании. И это ведь здесь воспитывается их прилежность, их подготовка к знаниям в школе, чтобы это было на радость детям, и чтобы они чувствовали здесь себя как дома. Вот это самое главное. Не оставляет в беде глава Ингушетии и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В мае этого года по его инициативе создан фонд национального развития республики, в который он отчисляет свою заработную плату. Фонд призван оказывать поддержку малоимущим семьям. Так оказана материальная помощь тысячам семей в период пандемии коронавируса. Также в республике прошла акция по раздаче свежего мяса. В фонд также поступают средства меценатов и бизнесменов. Я не ожидала, что придете, принесут мне жиддашбякан. Я живу тут с детьми в вагончике. Особое внимание главы уделяется и молодежи. Так он посетил молодежный форум «Машук». Мотивация главы республики оказалась настолько сильной, что Ингушетия стала лидером среди регионов СКФО по сумме выигранных грантов.
Не оставляет без внимания глава Ингушетии и заслуги спортсменов. В зале славы администрации главы состоялось чествование двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Мусы Евлоева. Также были отмечены и другие значимые успехи действующих чемпионов и призеров всероссийских и международных соревнований. Важная задача перед главой республики и строительство дорожной инфраструктуры. Самый большой проект – это, конечно же, федеральная трасса М-29. 3 транспортные развязки, 4 полосы движения, современное освещение и сотни новых дорожных знаков. Проект в первую очередь призван минимизировать ДТП и обеспечить безопасное и комфортное передвижение через Ингушетию. 26 километров участка дороги превратились в настоящую стройплощадку. Под наблюдением главы также и дороги муниципального значения. Так, в августе завершилось строительство дороги в сельском поселении Вежери-Юрт. Теперь ездить намного комфортнее. Ее торжественно открыли в присутствии почетных гостей. Калиматов отметил, что в этой дорожной артерии была острая необходимость. В конце прошлого года жители обратились к руководителю субъекта с просьбой проложить дорогу. И вот Махмуд Али Калиматов выполнил обещание. Приехал лично и проверил качество. Еще один вопрос, который требует особого внимания, это обеспечение жителей республики питьевой водой. Это волнует практически всех. В июле глава Ингушетии лично контролировал работы по монтажу нового центробежного насоса мощностью 4000 кубометров воды в сутки в административном округе Гамурзиевский. Тогда по поручению Махмуд Али Калиматова правительство закупило 13 глубинных погружных насосов. Это помогло решить проблему с нехваткой воды на данном участке. Частично эта проблема решена, но большая часть работы впереди. Представляете, жизненная необходимость вода. А без воды не переживут, дети не переживут. Бахканах не переживут. Да, уходишь ведрами, что ли, таскать. Сейчас надо объехать, все, посмотреть. Мы должны экономно все подойти. Ну, аздадан хамди. Лурадеш. Вот воровать сидите ж, прямо вам говорю. Вот просто делайте. Сейбол асхабиб бушо, шейбол ашхабой. Ему хамди просто нах, дух охватывать до проблемы. Мы ее должны сообща решать. Планы главы республики решить этот вопрос внушает доверие. Так об этом он уже доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину, который дал положительный ответ. Еще в самом начале Махмуд Али Калиматов дал понять, что правительство и главы муниципалитетов будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов. Сегодня в республике реализуется 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет более 5,5 миллиардов рублей. А вот что ждет Ингушетию в ближайшее время, по мнению главы республики. Формат, который выработан мною, теми людьми, которые рядом со мной работают, он жизнеспособный, и мы будем продолжать это. Мы знаем алгоритм решения данных вопросов. Как-то один мудрый человек мне сказал, что не надо на короткую дистанцию настраиваться, надо на долгую, длинную дистанцию настраиваться. Мы не должны бежать, но и не должны опоздать, понимаете? То есть надо соизмерять вот эти все вещи, чтобы мы могли из года в год улучшать жизнь жителей республики. Муслим Ганиев, Новости 24.